Салям алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Для начала традиционно давайте подключим к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который нам расскажет о новости, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, привет! Мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких новостях. Оккупационный городской суд Армянска в Крыму во время сегодняшнего очередного заседания по делу против национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которого осудят заочно, постановил обеспечить принудительно в суд свидетеля Эрвина Ибрагимова. А также там хотят услышать сына Джемилева Хайсера. По информации адвоката Джемилева Николая Полозова, в отношении свидетеля Эрвина Ибрагимова судом было предписано его доставить. В отношении Хайсера Джемилева суд принял решение просто его известить. Кроме того, в суде сегодня допросили свидетеля обвинения Артема Латышева. Это российский военный, который проходил службу на оккупационном пункте пропуска возле Армянска в 2014 году. И вот, как рассказал адвокат, свидетель сообщил, что Мустафа Джемилев, находясь тогда на админгранице, не пытался войти на территорию КПП, не предпринимал никаких попыток пройти сквозь заслон в сторону Армянска, а общался с людьми. Он также не смог точно пояснить, где находилась так называемая государственная граница, не знал, где пролегла она, не было никаких указателей и распознавательных знаков, и даже им, российским пограничникам, это никто не объяснял, и никаких признаков, чтобы любой человек мог определить, где находится государственная граница, он также назвать не смог. А я напомню, что оккупанты судят Мустафу Джемилева по 3 статьям. Одна из них — это якобы незаконное пересечение российской границы в мае 2014 года, когда Мустафа Джемилев из Херсона пытался въехать в Крым. И как показывают остальные судебные заседания в оккупационном суде Армянска, ни один из свидетелей обвинения не подтвердил, собственно, того обвинения, которое выдвигает Мустафе Джемилеву. Никто не видел, чтобы Мустафа Джемилев предпринимал каких-то попыток пройти сквозь полицейский российский кордон, пересечь оцепление военных. Никто не видел никаких знаков, указывающих, что оккупанты там установили границу. И поэтому, как считают адвокаты, это просто политическое дело. Оно нужно для того, чтобы контролировать и еще раз напомнить крымским татарам, что если что, то могут быть судебные преследования. А я еще скажу, что сегодня национальный лидер крымских татар и политический узник советского режима, правозащитник и политик Мустафа Джемилев празднует свое 77-летие. Он посвятил всю свою жизнь борьбе за права крымских татар и за главное право коренного народа жить на родине. И вот о его жизненном пути, о том, как развивалась его жизнь, мы расскажем сегодня в наших выпусках новостей «Заман». Еще одна новость. Задержанному 31 августа и отпущенному под подписку о невыезде крымско-татарскому активисту Ридвану Умерова из Судака оккупационная прокуратура Крыма вручила обвинительное заключение в деле о недоносительстве. В ближайшее время материалы дела отправят в так называемый суд для рассмотрения по существу. Оккупанты возбудили против активиста уголовное дело по статье за недоносительство, за то, что, как утверждают оккупационные силовики, в 2015 году в социальной сети ВКонтакте Умеров переписывался с неким Умиджоном Дададжоновым, который якобы участвовал в незаконной деятельности запрещенной в России организации ИГИЛ. Но, как считает адвокат, как сообщил адвокат, все показания обвинения строятся на данных секретных свидетелей, и все обвинения считает адвокат полным абсурдом. Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины отказали во въезде в страну 14 иностранцам, которые, как утверждают пограничники, незаконно посещали оккупированный Крым. Один из них — это гражданин Турции, он прибыл на пограничный контроль
авиарейсом Стамбул-Херсон. Во время проверки документов оказалось, что в 2014 году он незаконно посещал оккупированный Крым через временно закрытый пункт пропуска Ялт. Остальные 13 иностранцев – это граждане России, которые незаконно посещали Крым в 2019 году. Иностранцам всем 14 запретили въезд в Украину на ближайшие 3 года. Я напомню, что до этого въезд в Украину на 3 года запретили ведущему телеканала «Россия», генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову и ранее еще российской певице Глюкозе. Будем говорить о ситуации с коронавирусом на оккупированном полуострове. Там уже 266 новых случаев за сутки, 8 человек скончались от коронавируса. Вот такая картина дня, о которой мы будем сегодня рассказывать в наших выпусках. Смотрите нас в 19:00 на украинском с Урьянесией Тумеровой и в 21:00 на крымско-татарском с Шевкетом Наматулаевым. Гульсум. Чусагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов. Не пропустите вечерние выпуски «Заман». Ну а мы перейдем к обсуждению вышеупомянутых новостей не только. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона. +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо по Скайпу можете присоединяться к нам. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы нам. Важен ваш голос. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с национальным лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, с главой Меджлиса крымстарского народа Рифатом Чубаровым и представителями Меджлиса. Они обсудили взаимодействие по деоккупации Крыма и создание крымской платформы. Ми маємо спільні погляди і рішучість робити те, у що віримо. Якщо ми, Україна, не будемо штовхати вперед справу деокупації Криму, ніхто у світі не буде робити це за нас. Литва поддерживает создание украинской международной крымской платформы и планирует принять участие в ее деятельности. Об этом сообщил посол Литвы в Украине. Вот что он сказал. Литва підтримує рішення України створити міжнародну кримську платформу і планує брати участь у її діяльності. Ми згодні з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, стежити за ситуацією з правами людини і екологією, піднімати інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму. С нами сейчас на прямой связи председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, салям алейкум. Алейкум салям. Рифат ага, расскажите подробности о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Вчора дійсно відбулася зустріч з міністром закордонних справ. Це була зустріч міністра, його першої заступниці Еміне Джепарової, були керівники департаментів. З нашого боку були всі члени Меджлісу кримстарського народу, які тут в Києві. Ну, зрозуміло, що наш лідер, пан Мустафа Джемілєв, народний депутат України. Ми обговорили нашу співпрацю щодо діяльності Кримської платформи. Уже есть у вас какое-то понимание, в каком формате будет эта крымская платформа? Вот можете очертить нам какие-то контуры для понимания? Смотрите, сейчас идет период очень активных консультаций. Вы знаете, что Крымская платформа, и особенно это знают и ваши зрители, это будет такая международная площадка, такой очень многосторонний консультативный формат. И мы хотим его запустить старт саммит глав государств. И все это предполагается провести в мае 2021 года. Мы очень надеемся, что ситуация, и прежде всего эпидемиологическая, к тому времени будет все это позволять. И период консультаций и таких и многосторонних, и двусторонних, конечно, лучше ничего не детализировать. Могу просто сказать то, что по всем тем вопросам, которые мы вчера обсуждали, мы, в общем-то, были полными единомышленниками. У нас не было, скажем, каких-то дискуссий вокруг тех предложений, которые высказывали члены Меджлиса,
или те позиции, которые озвучивал министр иностранных дел Украины или члены его команды. Мы все, как он действительно сказал, Дмитрий Кулеба, мы полны решимости и создать эту крымскую платформу, и самое главное, чтобы она послужила единственной цели, как можно скорейшей деоккупации Крыма. И Фатага, правильно ли я понимаю, что как раз на вот этом крымском саммите, который планируют провести в следующем году в мае месяце, уже будет формироваться понимание самой платформы? Нет, понимание платформы зачем? Оно сейчас нарабатывается, и еще раз хочу сказать, что оно нарабатывается в консультациях. В принципе, но здесь очень важно, чтобы участие глав государств или их полномочных делегаций на этом форуме «Крымская платформа», но было осознанным, и мы все исходили из одной цели. И поэтому нет, мы подойдем к саммиту глав государств с определенными наработками. Сейчас идет обсуждение, что это будут за наработки. И поэтому я, видите, о них пока не хотел бы говорить. Это встречи, знаете, самые сложные в этом мире в сфере дипломатии — это встречи глав государств. Сложнее ничего не бывает. И поэтому здесь очень важен каждый нюанс, начиная от того, как будет называться этот документ, если стороны согласятся, что необходим будет какой-то итоговый документ этой встречи. И начиная от того, что в этот документ будет входить. Наша позиция, она заключается в том, что, конечно, саммит глав государств, которые будут собираться в рамках Крымской платформы, он должен дать некий такой алгоритм всех наших действий, которые могли бы повлиять на ситуацию и могли бы иметь значение для деоккупации Крыма. Обсуждали ли возможное участие России в данной платформе, в данном саммите? Вы знаете позицию МИДа, и мы ее не оспариваем. Она такая, что Россия будет приглашаться в число участников Крымской платформы, но отказ ей, нежелание ее участвовать, если такое нежелание будет озвучено, оно не будет являться причиной, чтобы Крымская платформа не состоялась. Как вы считаете, можно ли в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова каким-то образом вынудить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров? Потому что мы понимаем, что сейчас добровольно она не согласится садиться за стол переговоров и обсуждать Крым. В принципе, это их рефрен, они об этом постоянно говорят, что тема Крыма для них закрыта. Крымская платформа — это, знаете, такая площадка координации усилий. Если удастся в ходе этой координации убедить членов различных международных организаций, которые наделены полномочиями принятия решений, как рекомендательного, так и обязывающего характера, то можно сказать в ответе на ваш вопрос, что да, может быть, удастся Россию заставить не просто сесть за стол переговоров, а выполнять нормы международного права. Но вы знаете, что такие международные организации, они общеизвестны, и пока они находятся в определенном в определенном затруднительном положении, можно сказать, даже коллапсе. Если это будет решение Совета Безопасности ООН, оно будет носить обязывающий Россию характер. Это практически невозможно, потому что Россия является постоянным членом Совета ООН, но это могут быть решения, принятые в рамках ОБСЕ. Наша главная задача, чтобы в рамках Крымской платформы давать четкие форматы тех действий, которые должно принимать международное сообщество, должны принимать государства, и которые являются
членами этих организаций. Посмотрим. Какое непосредственное участие будет принимать представительский орган в крымской платформе? Крымских татар. Но мы вчера нашу позицию озвучили, и она, мне кажется, для всех понятна. Вы знаете, мы вообще себе не представляем, как можно говорить о Крыме сегодняшнем, о Крыме завтрашнем, вне доли судьбы будущего крымско-татарского народа, Безусловно. коренного народа Крыма. И, соответственно, мы сказали, что наш принцип, он звучит таким образом: ничего про Крым, ничего о Крыме без крымско-татарского народа. Ну, и эта позиция мне представляется всем понятна. Вы должны, ваши зрители, наверное, знают, может быть, из наших некоторых сообщений, что касается крымской платформы. Разумеется, мы в первую очередь встретились и взаимодействуем с Министерством иностранных дел Украины, поскольку они выступили с инициативой его создания. Хотя, еще раз хочу, я вчера об этом говорил, что если бы сейчас бы начали выяснять, откуда истоки крымской платформы, то очень многие бы стороны, в том числе и члены Меджлиса, начали бы утверждать о том, что это была их идея там 3, 4, 5-летней давности. Эта идея действительно, она не просто звучала, она реализовывалась в той или иной степени, но, видимо, настало время, совпали все факторы, и когда Министерство иностранных дел Украины озвучило эту идею, ее поддержал президент Украины, теперь мы можем ее рассматривать и реализовывать как такой системный подход. Я могу сказать, что и Мустафа Ага, и члены Меджлиса, мы, начиная с 2014 года, совершили ряд специальных визитов, теперь уже можно об этом говорить, и в арабские страны, и в страны, где преобладающее мусульманское население, для того, чтобы максимально вовлечь их в защиту территориальной целостности и суверенитета украинского государства и поддержки крымско-татарского народа. И, разумеется, эту линию мы дальше будем продолжать. И вот это взаимодействие вместе с Министерством иностранных дел мы одновременно продолжаем осуществлять с другими потенциальными участниками Крымской платформы. Вот вы сегодня в новостях сказали про позицию Литовской республики словами посла Литвы в Украине. Буквально недавно мы разговаривали, скажем, с послом Латвии, и мы согласовали наши позиции в рамках Крымской платформы. Мы продолжаем такие встречи с другими послами. Для нас, еще раз хочу повторить, очень важно два принципа. Это восстановление государственного суверенитета украинского государства над Крымом. И это такое развитие Крыма в составе украинского государства, которое теперь бы абсолютно исключало бы будь какую опасность для его коренного народа. И поэтому все проблемы, связанные с сегодняшним положением Крыма, с его будущим развитием в составе украинского государства, обязательно не просто с учетом интересов крымско-татарского народа как коренного народа Крыма, но и с его участием. Это это обязательный подход, и мне представляется, его разделяют многие потенциальные участники Крымской платформы. Чухсагул Насрифат Ага, Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи. К нам подключается Денис Савченко, правозащитник, аналитик Крымсос. Пане Денису, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Что думаете относительно инициативы создания крымской платформы по деоккупации полуострова? Насколько она будет эффективной? Ця ідея, вона дійсно була в повітрі і обговорювалася різними акторами, як представниками громадянського суспільства, так і представниками міжнародної спільноти ще з 2014 року.
Я вважаю, що це дуже великий крок зі сторони держави, тому що в першу чергу саме від українського уряду, від держави очікують чіткого бачення і максимальної ініціативності щодо того, що деокупація Криму повинна відбуватися дипломатичним шляхом, але дуже активним шляхом. І створення такої платформи, вона є одним із кроків для того, щоб доволі декларативні гасла щодо того, що Крим є Україною, залишається частиною України, і Крим повинен був бути деокупований, вона переходить в дуже практичний вимір. На жаль, наразі дуже важко сказати, чи спрацює саме в тому форматі, в якому існує Кримська платформа, тому що питання переліку тем і питання того, які ці теми будуть обговорюватися, який перелік активностей в рамках Кримської платформи буде реалізовуватись, він все ще залишається. Есть ли смысл в проведении такой платформы, если в ней не будет принимать участие Россия? Ведь мы понимаем, что те страны, которые уже выразили нам поддержку в рамках этой платформы, они и так поддерживают территориальную целостность Украины. Можно долго, конечно, разговаривать относительно санкций, которые они вводят в отношении России, об эффективности или неэффективности, но тем не менее каждые полгода они голосуют за пролонгацию этих санкций, и они в каком-то виде все же действуют. Вот о чем тогда будут говорить страны в рамках этой платформы, если не будет принимать участие России? Насправді, дійсно, коли з самого початку обговорювалося функціонування Кримської платформи, це про неї говорили як про альтернативу тимчасовій тристоронній координаційній групі в Мінську. Тобто це повинен був бути майданчик, де якраз питання деокупації з країною-агресором повинно було обговорюватись. Але наразі ми повинні використовувати всі можливі інструменти для того, щоб впливати на ситуацію. Насправді, я не можу із вашою тезою погодитись про те, що санкції і їх ефективність – це якби питання до обговорення. Насправді санкції, вони Но мы же понимаем, что они недостаточны. Насправді залишається питання про те, як використовується, наскільки Україна чітко артикулює необхідність існування санкцій, які санкції, щодо кого повинні застосовуватися. Якраз Кримська платформа повинна стати тим майданчиком, через який український уряд чітко зможе проговорити за допомогою, в тому числі, інформації, зібраної нашою організацією, іншими представниками громадянського суспільства, що наразі на території Російської Федерації, на території окупованого півострова є перелік дуже чіткий систематичних порушень прав людини, гуманітарних проблем дуже такого комплексного характеру, коли ми кажемо і про порушення прав людини, і про інфраструктурні втрати, і що за це все відповідають конкретні люди. І що всі країни, які декларують, що вони підтримують територіальну цілісність України, вони зобов'язані відповідно відображати таке ставлення в ставленні до порушників. Це насправді дуже важливе, як на мене, питання, ним не можна нехтувати. І якщо Україна буде підтримувати, знаєте, такий систематичний підхід до питання санкційної політики, то, на мою особисту думку, Російська Федерація рано чи пізно сама буде зацікавлена в тому, щоб прийти і розпочати діалог. До того моменту, як ми не створимо такі умови, щоб фінансові, політичні, щоб Російська Федерація хотіла це обговорювати, так воно і буде залишатися, на жаль. Дуже дякую вам, Денис Савченко, правозащитник, аналитик Крымсос, был с нами на прямой связи. Я перехожу к следующей теме, к следующей оккупированной территории, к Донбассу. На внеочередном заседании политической подгруппы, трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе обсудит украинский план действий. Об этом в комментарии украинским СМИ по итогам заседания ТКГ заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович. Говоря о плане действий Украины, Арестович отметил, что россияне ведут категорическую риторику, в то время, когда на самом деле российская сторона имеет два нарратива. Давайте его послушаем.
Позавчора засідання. Я був вражений до глибини душі. Вони взагалі не пригадали власний план. Вони постійно розмовляють про наш. Підгрупа обговорювала наш план. І на загальному засіданні також була дискусія про наш план. Тільки Гризлов, уповноважений представник російського президента, сказав, що у нього є певні занепокоєння, чи не порушує наша позиція мінські домовленості. Ми кажемо, не порушує. Гризлов то з'являється на перемовини. 2 тижні тому його не було. Був його представник російський посол Куль-Мухаметов, великий фахівець по Сирії, колишній посол у Сирії. Зараз з'явився Гризлов, але я бачу, що він робить без настрою те, що він робить. Также в украинской делегации в ТКГ раскритиковали трактовку данных из отчета ОБСЕ, заверив, что причинами почти сотни взрывов, о которых отчиталась СММ, по оценкам украинской стороны, могут быть работы по добыче угля и инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов. Усі факти зафіксовано у денну пору в проміжку з 10 до 12 години, що підтверджує висновки про промислове або інженерне походження вибухів. Заяв від російської сторони про порушення режиму припинення вогню не надходило. Очень много интересных заявлений в это время также прозвучало из уст главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе от Леонида Кравчука, который заявил, что для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе 31 марта 2021 года украинская сторона должна принять несколько законов. Давайте его послушаем. Прийняли закон, вже можна готуватися до виборів. Лютий, березень і частина січня. Часу вистачає. І це не сьогодні готується. Ми це робимо не з чистого аркуша. Вже є напрацювання, приймається закон, готуються вибори. Он также добавил, что до выборов Рада должна принять законы о демилитаризации и амнистии. К нам сейчас подключается Тарас Семенюк, фахівець медійних комунікацій, оглядач з питань міжнародної політики. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала, как вам план совместных шагов от украинской стороны в вопросе урегулирования конфликта на Донбасі? Ну, якщо оцінювати останні 6 місяців, ми бачимо, що Зеленському, хоч і команді, відбавляй бажання врегулювати ситуацію на Донбасі. І те, що Україна має свій план, це добре, бо якби не було такого плану, то очевидно, що такий план би з'явився десь в Парижі, в Берліні, а то й навіть, я не виключаю, в Москві. Це сильна позиція України – презентувати свої напрацювання і підкріплювати, скажімо, експертною складовою. Тут питання, чи йде Росія на цей план, і чи Росія погодиться на такі от умови. Ми бачимо... Ну, тут вопрос суті этого плану. Ну, ви розумієте, як суть плану може бути фантастична, може бути реальна, може бути будь-якою, але тут питання, чи Росія погоджується на цей план, розумієте? Тобто, давайте, якщо копнути ще в історію, то перший план з'явився в Авакова, так званий план малих кроків з повернення тимчасово втраченого контролю на кордоні і, зокрема, тих територій. Він був, зокрема, і презентований в Америці, та це був перший план тоді, ще за часів Порошенка. І він дуже сильно не відрізняється від цього плану, який запропонував, я би сказав, Зеленський. Тобто це є продовження цієї ініціативи, яку Україна пропонує, зокрема, в Мінській контактній підгрупі. І знову ж таки все зводиться до того, а чи Росія буде погоджуватися на виконання ось цих умов. І тут і Берлін, і Париж можуть тиснути, можуть просити, але ми бачимо неконструктивну позицію Російської Федерації. А без їхньої згоди, ну, годі буде, скажімо, запроваджувати ті заходи, які запланувала українська сторона. А все це зводиться до виборів. От Кравчук говорить про те, що Київ не відмовляється від того, щоб проводити вибори. Це зрозуміло. Але вибори на Донбасі можуть бути проведені лише в тому випадку, коли буде працювати, коли повернеться туди на окуповану територію українська юрисдикція, тобто запрацюють суди, правоохоронні органи. Відповідно, українські ЗМІ, партії політичні отримують, в принципі, можливість працювати. Тільки тоді ми можемо говорити про вибори з точки зору демократії, з точки зору відкритості. Давайте підключимо к нашій бесіді Олену Сотник, народного депутата України 8-го скликання. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю.
Так. Как вам план совместных шагов от украинской стороны? Вот эти вот сроки, которые озвучили для проведения местных выборов, там 31 марта 2021 года, эти сроки вообще реальны? Ну, давайте не про строки, а давайте перш за все говорити про сам план. Ну, мені здається, що ідея взагалі пропонування спільних планів з представниками окупованих територій, це з самого початку є помилкова ідея. Алло. Зводить до того, що ми в ході перемови відносно України. Да. Мы просто вас плохо слышим. Вот сейчас я стала вас наконец-то хорошо видеть. И теперь я надеюсь, буду хорошо слышать. Пожалуйста. Сподіваюся. Да, вот сейчас слышу хорошо. Я не знаю, яку частину з того, що я озвучила, не було чутно, але я просто ще раз повторюся, я би орієнтувалася не на строки, які ви тільки що озвучили, там реалістичність плану чи нереалістичність, а з самого початку принципи. Ми 5 років відстоювали той принцип, що не може бути ніяких перемовин з представниками фактично окупованих територій, які є підконтрольними Російській Федерації. Є єдина сторона, агресор Російська Федерація, з якою мають вестися перемовини, і яка має взяти на себе гарантії виконання в першу чергу питань безпеки, а вже в другу чергу політичних питань. Але реакція Російської Федерації, навіть офіційна реакція на подібні плани, в тому числі позицію з боку України про те, що вони це не сприймають, і для них першочергове це виконання політичного аспекту, не безпекового говорить про те, що з самого початку Україна зараз заходить в неправильний формат вирішення, що Україна сама себе заганяє в пастку, і ця пастка нам може коштувати дуже серйозної втрати перемовної позиції. Ну тут я вот почему спросила про сроки, потому что это ведь тоже очень важный момент. Вот говорят, что выборы проведут 31 марта 2021 года. До этого должен быть установлен контроль украинский над украино-российской границей, демилитаризация территории и потом проведение там местных выборов. Но вот насколько все-таки это все реально? Ведь только на вывод незаконных вооруженных иностранных формирований может понадобиться даже год, а потом еще проведение верификации этого вывода, демилитаризации территорий и потом проведение выборов. То есть за 4 месяца вообще можно это успеть сделать? И на таких условиях проведения там выборов насколько это безопасно? Ну, добре, якщо ви хочете повернутися до строків, я прокоментую і строки. Ну, по-перше, я просто не хотіла заходити в площину, яка не має навіть ніякого сенсу для обговорення, бо крім того, що ці строки нереалістичні, сам план запропонований, він собою не підкріплений нічим. Він не підкріплений ані міжнародною спільнотою, він не підкріплений нормандською стороною, нормандським форматом. Він не підкріплений політичною складовою, де на сьогоднішній день є підтвердження з боку політичної еліти, з боку більшості, з боку уряду, що вони готові реалізовувати цей план. Тому що під цей план треба прийняти велику кількість, якщо його взагалі підтримувати, треба прийняти велику кількість законодавства, дуже непопулярних рішень і імплементувати ці заходи. Де на сьогоднішній день хоча б з одного боку, чи то урядового, чи то парламентського, чи то навіть з боку президента, ми з вами почули, що є повна готовність до реалізації цього плану. Я цього від жодної з офіційних сторін не чула. Це перше. Друге, крім того, що строки нереалістичні, велика кількість заходів, які пропонує українська, це навіть не українська сторона, а представники України в тристоронній контактній групі, вони також є нереалістичними з точки зору виконання. І третій момент. А хто розмовляв з цього приводу з суспільством? Суспільний консенсус є ключовою взагалі складовою для
проведення будь-яких політичних рішень, в тому числі для проведення виборів на цих територіях. Які там можуть бути вибори, якщо жодна з політичних сил, які на сьогоднішній день в Україні приймають участь у виборчому процесі, об'єктивно не мала можливості приймати участь у об'єктивно не мала можливості приймати участі у передвиборчих якихось моментах, яка об'єктивно не була там представлена, яка об'єктивно не може представляти, давайте теж будемо чесними, не може представляти інтереси людей, які знаходяться 6 років під окупацією, у яких майже повністю розірвано було комунікацію з українською частиною, яка є не окупованою. Це все нереалістичні моменти. Для мене це все профанація, абсолютно, навіть, я б сказала, не те, що безсенсовні розмови, вони безглузді розмови, тому що вони під собою не несуть ані матеріальних, ані політичних, ані технічних можливостей їх реалізації. Так отсюда и вытекает, собственно, вопрос. Если план сам небезопасный, если сроки, которые устанавливают, они нереальные, даже смысла в обсуждении их нет, тогда зачем это все? Це виключна історія, яка для мене має дві мети. Перша мета, і вона помилкова, я з неї почала, було з боку представників ОРДЛО, тобто абсолютно неофіційних і не учасників перемовин. Давайте будемо об'єктивними. Тристороння контактна група – це 3 сторони. ОБСЄ, це Україна і це Російська Федерація. Представники окупованих територій, тобто фактично шавки, вибачте, Кремля, Росії, вони не є представниками навіть людей, які знаходяться на цих окупованих територіях. Тому що фактично ці люди сьогодні безправні, їх єдине, хто може представляти і має представляти, це Україна. І Україна бореться за них, за їх права і за фактично звільнення цих територій. Тому говорити про те, що там той план, який ОРДЛО запропонував, взагалі має мати якусь реакцію з боку України, було з самого початку помилкою. І те, що представник нашої тристоронньої контактної групи відреагував на цей план і направив з нашого боку як реакцію наш варіант, це стратегічна помилка з точки зору визнання 4-ї сторони контактної групи. І це те, з чим ми боролися протягом 5 років, коли говорили про те, що за стіл переговорів ми будемо сідати з єдиною країною, з Росією. Всі інші представники окупованих територіях не є суб'єктом перемовин і не можуть. З терористами ніхто ніколи перемовин вести не буде. Безусловно. Тому це було зроблено з політичної точки зору точно помилково. Для чого це було зроблено? Я думаю, тут 2 мети. Перше – це показати просто активність, що щось відбувається нове. Ось план, дивіться, до цього планів не було, а тепер ми цей план якби зробили і показали. Але підкреслю, відсутність узгодження цього плана з тим же урядом, відсутність узгодженості цього плану з парламентом. І невідомо, чи був він узгоджений з Офісом президента і з президентом, я не чула офіційної заяви. Зрозуміло. Це підтверджує те, що ця ініціатива абсолютно не продумана, не системна і носить помилковий характер. Дуже дякую вам, пані Олена Сотник, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, ви согласні з вищеуказаним? Так, я погоджуюся з колегою в цьому плані, що дійсно з одного боку в нас немає не тільки суспільного консенсусу щодо Донбасу, в нас немає в парламенті консенсусу, тому що навіть тій же ж монобільшості, яка вже давно не є монобільшістю де-факто, де-юре залишається, але де-факто монобільшості немає. В самій же ж монобільшості немає одностайності щодо плану по Донбасу. Ну, умовно, є орієнтовно 40-50 людей зі «Слуг народу», які орієнтуються, скажімо так, на прозахідні цінності, прозахідні орієнтири. І там вони доволі так критично відносяться до будь-яких спроб на діалогу з Російською Федерацією щодо Донбасу. Це такі реалії. І тому президент Зеленський не має на кого опертися щодо імплементації
будь-яких кроків, що пов'язані з Донбасом. Очевидно, Олена, вона є юрист, вона знає краще, і юридична грамотність в цьому плані по Донбасу має взяти верх, а для цього потрібно приймати відповідні закони. І знову ж таки ми стикаємося в ситуацію або відбувається в парламенті переформатування коаліції, і там, скажімо, «Слуги народу» з ОПЗЖ коаліціюються і приймають відповідні закони, бо по Донбасу ОПЗЖ, я думаю, що буде готовий підтримати такі закони. Або фактично тоді ми перебуваємо в патовій ситуації, коли Зеленський хоче просування, хоче динаміки, але не може, немає інструментарій, тому що парламент його буде гальмувати. Я вже не говорю про те, що можливі будуть і протести, можливо, і будуть блокування трибуни на знак того, щодо тих певних кроків, які би міг Зеленський готувати. Тому є дуже багато запитань, очевидно, що, але якщо говорити про дату, чому саме вона була запропонована, тому що дійсно треба показати, що ми ставимо собі якусь ціль, ми ставимо собі якусь мету. З того боку, європейці нас тиснуть. Париж і Берлін вимагають якогось руху, вимагають якоїсь динаміки. І ми не можемо собі дозволити сидіти, склавши руки. Тут має бути певний якийсь процес. На тлі того, що відбувається зараз в Карабасі, ми бачимо, як ситуація там вирішилась. Так? Росія абсолютно, скажімо, виконує свою стару тактику запровадження миротворців, хоча це регулярні війська будуть присутні. Так це було в Придністров'ї, так це було в Південній Абхазії та загалом в Південній Осетії, перепрошую, та в Абхазії, так, в Грузії мається на увазі. Да. І так буде зараз в Карабасі, і я не виключаю, що такий сценарій Росія буде пропонувати і щодо України. Дай Бог без військових зіткнень, але такі сценарії будуть обговорювати, так? І очевидно, що в Україні знайдуться політичні сили і політики, які будуть цю позицію підтримувати. Дуже дякую. Чохсаг у нас. Тарас Семенюк, фахівець медійних комунікацій, оглядач з питань міжнародної політики, був з нами на прямому зв'язку. А я перехожу к следующей теме. Беларусь. Там вчера, 12 ноября, умер активист белорусских протестов, который был избит представителями силовых органов в штатском, так называемыми тихарями. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Романа Бондаренко, который умер от побоев силовиков, героем Беларуси. Об этом она сказала в своем обращении, которое было обнародовано в ее телеграм-канале. Тихановская обратилась к матери Романа Бондаренко и выразила ей свои глубокие соболезнования. Но для каждого из нас он навсегда будет героем этой страны. Я не знала Романа лично, но я знаю, что его убийство – это уголовное преступление, по которому будет проведено расследование, а все виновные понесут ответственность. Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти белоруса Романа Бондаренко, который умер в четверг. Соответствующее заявление в пятницу обнародовал представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стана. Вот что он сказал. Європейський Союз висловлює свої найглибші співчуття родині та друзям пана Бондаренка. ЄС солідарний з усіма білорусами, які постраждали і продовжують страждати від рук білоруської влади після фальсифікованих президентських виборів 9 серпня. Евросоюз также готов ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко в связи с гибелью в результате избиения Романа Бондаренко. С нами сейчас на прямой связи Змицер Мицкевич, журналист телеканала Белсат. Змицер, витаю вас, здравствуйте. Алло. Угу. Прервался, к сожалению, у нас звонок с Змицером Мицкевичем. Попробуем еще раз с ним связаться. Тем временем хочу отметить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из вузов Беларуси отчислили 300 студентов, которые участвовали в протестах против его режима. Диктатор в интервью сказал следующее, цитирую: «Мы выкинули этих 300 человек.
И я не скажу, что они отмороженные и плохие, и успевают нормально, некоторые вообще очень способные. Потеряем же их, кому они нужны? Ну, поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают. Но они там не нужны, сказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, он получил вал писем от родителей с просьбами, чтобы их детей вернули в вузы, а Лукашенко призвал разработать механизмы для возвращения отчисленных студентов под гарантии. Змитсар Мицкевич к нам подключается, журналист телеканала Белсат. Змитсар, витаю вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот, Змитсар, в прошлые выходные в Беларуси были очень жесткие и массовые задержания активистов, и эти задержания, кстати, совпали с внедрением против Александра Лукашенко санкций от Европейского Союза. Мы видим, вот как сейчас самопровозглашенный президент прибегает к более жестким мерам и уже от запугиваний и задержаний вот переходит к новой тактике, когда силовики переодеваются в гражданскую, вылавливают людей, избивают до смерти, как это произошло с Романом Бондаренко. Вот это какой-то поворотный момент в противостоянии Александра Лукашенко улице? Или как вы себе это объясняете? Смотрите, я бы не сказал, что это прям какое-то изменение в тактике, потому что, в принципе, такая тактика была всегда. То есть власти действовали подобным образом. Лукашенко сам лично сказал, что в это время нет до закона. Это его слова. То есть, в принципе, в Беларуси произошел правовой дефолт. Так называемые правоохранительные органы фактически в открытую бандитскими методами. Это на самом деле сейчас даже уже ставится вопрос о том, чтобы на уровне ООН признать ОМОН, ГУБОПИК, СОБР террористическими организациями, потому что пока все признаки налицо. То есть вот у нас даже входит такая, черный юмор такой, да, знаете, чем режим Лукашенко отличается от исламского государства? Тем, что исламское государство берет на себя ответственность за террористические акты в отношении мирного населения. А белорусский режим не берет на себя ответственность за террористические акты в отношении мирного населения. То есть фактически вот происходят вот такие вещи. Я бы не сказал, что это связано с какой-то реакцией Лукашенко на события в Европе. То есть его, в принципе, реакция Запада не волнует особенно. Он на данный момент не занимается вообще какими-либо геополитическими расчетами, действует исключительно по ситуации, смотрит, что происходит вот на данный момент на карте и разрабатывает свой какой-то одному ему ведомый план на самое ближайшее время. То есть это не какой-либо расчет. Но эта тактика, вот этот без жестокости, он опять же показывает на то, что власть хочет очень быстро закончить с протестами, однако вот смерть Романа Бондаренко, она, возможно, даст еще один импульс протестам, потому что мы уже видели, что вчера собираются люди, сегодня собираются люди в Беларуси траур, завтра однозначно что-то будет происходить, в воскресенье мы снова увидим, я думаю, большое количество людей на марше, опять же будет индикатором того, как будут вести себя незаконное вооруженное формирование в лице ОМОНа и всех остальных. Вот это будет показателем того, насколько жестко готова действовать власть именно по пресечению протестной деятельности прямо сейчас. А вот относительно силовиков хотела спросить, есть ли какие-то предпосылки того, что силовики однажды встанут и скажут, что все, мы больше не готовы на это идти, мы не пойдем против народа, против своих соотечественников? Смотрите, на данный момент силовиков-то вообще-то много, да, то есть и они разные. Но нельзя сказать, что какая-то вот одна из них часть может так сделать, потому что для того, чтобы отдать подобный приказ, это может быть только в результате сговора, то есть произойти определенной, скажем так, группы силовиков, потому что, в принципе, функции дублируются, и такие приказы о каком-либо таком поведении войск, они не могут быть приняты каким-либо одним человеком. И здесь следует, опять же, разделять такой момент, что есть ударный кулак режима, который, в принципе, занимается всей репрессивной деятельностью. Это около 5000 человек. Это ОМОН, это СОБР, это части внутренних войск. То есть вот эти люди, они не пойдут никуда в сторону, они не перейдут на сторону народа, потому что они прекрасно понимают, что они уже сделали. То есть и, в принципе, вот они, когда Лукашенко там говорили, когда он с ними встречался, вот они сказали, мы с вами до конца и так далее, они вот таким образом понимают развитие событий. Еще здесь следует отметить другой момент. То, что бывший министр внутренних дел Караев, когда вот в своей последней речи
на министерской должности, он заявил, что вот там была такая скандальная речь на самом деле. Он сказал, что милиционеры в регионах, в провинции должны понимать, что от их действий зависит будущее их семей, детей, поэтому они не должны бояться применить оружие и так далее против протестующих. То есть это фактически говорит о том, что в Министерстве внутренних дел есть большие проблемы с исполнением преступных приказов, которые приходят из центра. Потому что это в Минске можно кошмарить людей и, в принципе, понимать, что из 2-миллионном городе найти себя довольно сложно. Особенно, если вот эти люди в балаклавах действуют и так далее. А в условных Ганцевичах, в которых живет 10 тысяч человек, этих милиционеров все прекрасно знают. Знают, где они живут, где учатся их дети. И, условно говоря, в этих Ганцевичах, например, есть один хирург. Если ты ему, он один на весь город. Если ты что-то сделаешь плохое ему, там, или его родне, то потом, понятное дело, как он будет лечить твою маму, условно говоря. И поэтому там вот эти отношения не разрушаются. И поэтому там милиция действует совершенно по-другому. Скажите, вот это уже процессы. не деморализирует ли вот это вот население активистов белорусских протестов, даже последние трагедия, инцидент с Романом Бондаренко, или наоборот это мотивирует людей на еще более масштабные какие-то протестные акции? Мне кажется, это людей более мотивирует, потому что мы уже видели, сколько акций солидарности прошло по всей стране. Сегодня была всебелорусская минута молчания, когда на самом деле много чего остановилось, и люди почтили память убитого человека, убитого невинно. И мне кажется, что не будет здесь какого-то отступления, потому что это вот еще один знак, что будет с Беларусью, что будет с людьми, если отступить, если сдаться. То так будут приезжать за каждым. Опять же, Лукашенко это говорил сам своими словами. Он сам сказал, что мы найдем каждого, мы к каждому придем. То есть вот фактически они показывают то, каким образом они будут находить, приходить и что будет с людьми, если люди сдадутся. То есть фактически вот это и будет подогревать интерес людей к политике, это будет подогревать их, скажем так, желание протестовать и идти до победы, потому что других вариантов просто нет. Могут ли акции эти радикализироваться каким-то образом? Я не думаю, что это будет открытая радикализация, какое-либо открытое противостояние прямо на улицах. Мне кажется, что в белорусских условиях, во-первых, общество к этому не готово, во-вторых, это именно то, чего силовики хотят. Именно хотят радикализовать протест для того, чтобы перевести его в открытое противостояние и полностью уничтожить, раздавить и провести беспрецедентные массовые репрессии, уже прикрываясь тем, что, смотрите, мы обороняемся от вооруженных толп. Однако, с другой стороны, радикализация будет она локальной. Это вот как раз-таки то, о чем я говорил чуть ранее. Это будет личные, скажем так, личные вопросы. Уже сейчас, было несколько случаев, у милиционеров, например, горят машины, или еще что-то. Или, например, руководители Минского ОМОНа спалили хату в деревне, где вот он вырос. И так далее. И такие вещи, я думаю, то что с увеличением брутальности сельских властей, они будут просто увеличиваться, их количество будет расти. И с учетом того, что милиция будет заниматься снятием ленток по дворам и разгоном чаепитий, когда люди собираются просто обсудить какие-то локальные проблемы, то им, в принципе, во многом будет не до этого. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала переход к партизанской форме протестов. Что это означает? Собственно, такая форма протеста и будет. Что люди будут появляться неожиданно, что-то делать, проводить какие-либо акции и так неожиданно уходить. То есть протесты будут, опять же, растекутся, можно так сказать, по всей территории города, по всей территории страны. Потому что, в принципе, про это уже говорилось много ранее, что не следует, наверное, собираться на огромные акции и в огромные колонны, не следует, скажем так, давать силовикам повод вообще для таких массовых разгонов, чтобы они в одном месте могли концентрированно устраивать массовое задержание, а именно проводить акции на районах, вывешивать как можно больше национальной символики, рисовать граффити,
проводить местные собрания, выстраиваться в цепи солидарности и так далее. И вот, в принципе, протест будет таким. Но, опять же, партизанские действия, это то, о чем я ранее говорил, это сопротивление именно на уровне жизнедеятельности, так сказать. Да? Это вот какие-либо вопросы непосредственно к сотрудникам внутренних дел, так называемым, данные которых как раз-таки уже есть в интернете и продолжают выкладываться. Поэтому, в принципе, сейчас любой человек может спокойно зайти в Телеграм, найти данные ОМОНов, который живет в соседнем доме. И понятное дело то, что после таких событий, как смерть Романа Бондаренко, я не думаю, что отношение к этим людям будет очень хорошим, лояльным, либо вообще, я не знаю, скажем так, приемлемым. Потому что уже есть случаи, когда, например, ОМОНовцев отказываются обслуживать врачи. То есть вот их отказываются обслуживать в каких-либо точках общественного питания и так далее. Такие вещи будут продолжаться. Дякую, спасибо большое. Змицар Мицкевич, журналист телеканала Белсат, был с нами на прямой связи. Я перехожу к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. В Китае официальные власти все-таки поздравили Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки после 10 дней с момента выборов. Напомним, что официально победитель еще не объявлен. Об этом сообщается со ссылкой на Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. Вот что там говорится. Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо Байдена і Харріс. Одночасно ми розуміємо, що результати виборів в США можуть бути визначені згідно з американськими правовими процедурами. Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с избранным президентом США Джо Байденом и также поздравил его с победой на выборах. Байден поблагодарил Франциска за благословление и приветствие и отметил, что он благодарен руководству Святого Престола за продвижение мира, примирения и совместных связей человечества во всем мире. К нашему эфиру сейчас присоединяется Александр Морозов, науковий співробітник Центра Бориса Немцова из Праги. Пане Олександре, вітаю вас, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Сторонники Трампа и вот ближайший советник Трампа, давая интервью Нью-Йорк Таймс, заявил, что в принципе Трамп уже понимает, что тот проиграл выборы. Трамп уже все? Ну да, несомненно. Все-таки надо согласиться с теми экспертами, с теми политическими деятелями в США, причем деятелями обеих партий, республиканской и демократической, что перспективы оспаривания итогов выборов в Верховном суде у Дональда Трампа практически нулевые. И поэтому Америка переходит к эпохе Байдена. Мы видим, как КНР, Китай, спустя 10 дней, наконец-то вот сейчас поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, но вот в России все еще не поздравляют. Как вы думаете, почему? Там все-таки делали ставку на Дональда Трампа? Я думаю, что хотя Трамп в каком-то отношении, возможно, был предпочтительнее для Кремля, чем Байден, но однако все-таки сказать прямо, что Кремль рассчитывал в этой ситуации на победу Трампа, нельзя, потому что все хорошо видели, в том числе это было видно и по публикациям кремлевских экспертов, все отдавали себе отчет в том, что исход выборов не предрешен, и повлиять на исход этих выборов, конечно, невозможно было с какой-либо стороны. Поэтому здесь надо сказать так, теперь непростая ситуация будет у Владимира Путина, потому что, в отличие от многих других лидеров крупных стран, которые очень скоро встретятся с Джо Байденом, в том числе, скажем, и президент Зеленский имеет такую перспективу, надо сказать, что у Владимира Путина очень плохие перспективы вообще встретиться с Байденом. И это существенный момент международной политики, и поэтому Путину даже и нет смысла торопиться поздравлять, потому что он все равно не получит от Байдена в ближайшее время приглашение на двустороннюю встречу. Ну а что для России все же означает победа Джозефа Байдена на выборах? Соединенные Штаты займут какую-то более жесткую позицию в отношении России или что? Как это может проявляться?
Может быть, это будет не более жесткая позиция в таком буквальном смысле слова, но ясно, что отношение Байдена к проблемам Центральной и Восточной Европы, вот ко всей этой большой территории, которая находится за пределами Евросоюза и частично в Евросоюзе, включая Польшу и страны так называемых трех морей, то есть 12 стран Евросоюза, которые находятся от Балтики до Адриатики. Так вот, надо сказать, что позиция Байдена и его администрации будет гораздо более внимательной и подробной, чем была у администрации Трампа. Это легко объяснимо, потому что мы знаем, что Трамп просто не очень интересовался вообще этим регионом. Его позиция вообще была более изоляционистская, да, как известно, как президента США. Да, поэтому у Кремля будут, несомненно, новые проблемы с Байденом. Какие, пока сказать довольно сложно. Надо посмотреть, во-первых, как закончится формирование аппарата Байдена и той его части, которая вообще занимается Центральной и Восточной Европой. В том или ином случае, вот как вы считаете, стоит ли рассчитывать на то, что вот эти санкции из ада, которые уже несколько лет висят на сайте Белого дома, будут все-таки внедрены в отношении Российской Федерации? Вот те санкции, которые в 2017 году принял Конгресс, закон о внедрении санкций в отношении ближайшего окружения Путина, они все-таки будут имплементированы, потому что администрация Трампа внедрение этих санкций блокировала? Нет, я думаю, что все-таки, если говорить о санкциях, которые подразумевают удар по российскому суверенному долгу или еще более, да, отключение России от международных банковских обменов через систему SWIFT, нет. Это, скорее всего, останется некоторой угрозой. Но надо сказать, что у Байдена имеются возможности давления не только через вот такой шаг. Достаточно американской администрации занять более подробную, более четкую позицию в отношении действий Кремля, как можно точечным образом разворачивать различные меры ограничений против конкретных и довольно важных там для Кремля компаний, например, российских, да, против конкретных, создавать конкретные списки новые, да, такие тематические деятелей, которые несут ответственность, и ограничивать их возможности. Так что здесь есть еще целый большой перечень возможностей у американской администрации еще до того, как конфликт дойдет до того состояния, чтобы отключить SWIFT или применить санкции, примерно близкие к тем, которые были применены к Ирану. А что будет, как вы думаете, с «Северным потоком-2»? При Дональде Трампе были внесены санкции в отношении тех компаний, которые были причастны к этому строительству, тоже такой удар по «Газпрому». И вот сейчас некоторые эксперты говорят о том, что, возможно, Джозеф Байден будет пересматривать эту политику Соединенных Штатов в отношении «Северного потока-2». Честно говоря, не верится. Мне кажется, позиция американской администрации в отношении именно Северного потока останется такой же, как она и была при прошлой администрации. Северный поток будет подвешен, и администрация Байдена вовсе не будет выступать публично сторонником его продления. Да, надо сказать, безусловно, Байден будет восстанавливать добрые отношения с Германией. Надо сказать, что Трамп очень жестко хамил Берлину своей политике, да и не только Берлину, он довольно-таки легкомысленно относился к так называемому североатлантическому единству, то есть довольно грубо обращался с НАТО. Конечно, Байден будет восстанавливать, такой доброжелательный режим взаимоотношений, в том числе и с Германией. Это значит, что внутри коммуникации между Байденом и Меркель или преемниками Меркель станет вопрос о Северном потоке-2. Но при этом я уверен, что Байден не станет стимулировать приостановку Северного потока-2. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Александр Морозов, науковый співробітник Центру Бориса Немцова с Праги, Чехия, был с нами на прямой связи. Ну а я перехожу к Нагорному Карабаху, к Азербайджану.
Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность миротворческой роли России в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. Предлагаю его послушать вместе. Російська Федерація не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями. Дії Росії по відношенню до інших держав дискредитують поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та статуту ООН зокрема. Россия будет контролировать соблюдение режима тишины в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает турецкое издание «Анадолу» со ссылкой на пресс-службу президента по итогам его разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Тем временем глава Министерства РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что миротворческих подразделений Турции в Нагорном Карабахе не будет. Россия согласовала с Турцией создание мониторингового центра, который будет расположен на территории непосредственно Азербайджана. Давайте послушаем Лаврова. У нас с Турцией есть общие задачи – мониторить с азербайджанской территории средствами технического контроля ситуацию в районе миротворческой операции. Операция осуществляется исключительно силами контингента вооруженных сил России. И каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров. Но вот президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган озвучивает диаметрально противоположные заявления. Он говорит, что турецкие военные появятся в Нагорном Карабахе и будут действовать на том же основании, что и российские миротворцы. Предлагаю послушать прямую речь Реджепа Тайипа Эрдогана. На даний момент, в якому б форматі і розумінні там би не були присутні росіяни, саме в такому ж вигляді будуть присутні наші моніторингові команди. Росіяни вже почали розташовуватися в певних місцях. Переговори ведуться на рівні міністрів закордонних справ. Сюди їде делегація з Росії і тут також пройдуть переговори. Фархад Мамедов, политический эксперт из Азербайджана, с нами сейчас на прямой связи. Фархад Бей, салям алейкум. Салам алейкум, хош келдиңиз. Фархад Бей, взаимоисключающие заявления мы сейчас слышим от турецкой и российской сторон. Сергей Лавров говорит о том, что об участии турецких миротворцев непосредственно на территории Нагорного Карабаха речи не шло. Реджеп Тайип Эрдоган говорит о том, что на каких основаниях будут находиться там российские миротворцы, на таком же будут находиться и турецкие. Вот как-то такая дискоммуникация, как-то непонятно. Какие последние у вас новости? Возможно, уже в Нагорном Карабахе появились турецкие военные, турецкие миротворцы? Спасибо большое. Значит, относительно вопроса миротворцев, он еще обсуждается, и большая делегация Министерства обороны России находится в Анкаре и обсуждает эти вопросы с турецкими коллегами. Это территория Азербайджана. И, как вы знаете, только с разрешения Азербайджана миротворцы вообще появились в регионе, потому что 2 недели еще Пашинян говорил о том, что он дает согласие. Значит, если они в течение прошлых 2 недель не появились, это значит, что Азербайджан не давал согласия. Турецких миротворцев не хочет видеть армянская сторона. И я думаю, что здесь главным элементом будет то, чтобы турецкие миротворцы, они бы не соприкасались бы с армянским населением, а, соответственно, работали бы исключительно с российскими миротворцами. Я думаю, что и предполагаю, что и на земле будут большое количество турецких миротворцев. Просто всегда, когда дискутируем на эту тему, всегда нужно смотреть на карту.
После возвращения Кельбаджарского и Лачинского районов мы фактически этот регион получается в окружении. Остается только 6-километровая в длину и 5 километров в ширину Лачинский коридор, который возможно мониторить и как с севера, так и с юга. Плюс у нас есть беспилотный летательный аппарат. Суть всего этого дела заключается в том, чтобы, во-первых, на территории Азербайджана не завозилось оружие, особенно на территории, где будут проживать армяне. И второе, чтобы было бы столько оружия и техники, сколько прописано в соглашении. Ни одного больше какой-либо техники или человека там быть не может. Если мы дали согласие на присутствие около 2000 российских солдат, соответственно, мы можем дать и разрешение на присутствие стольких турецких солдат, сколько нужно будет для уравновешивания ситуации. Это об этой карте, да, вы говорите, Фархадбек? Да, абсолютно верно. Вот что хотела спросить, все же уточнить хотела. Вот вы сказали, что сейчас ведутся переговоры все же, но вам все-таки было бы предпочтительнее, чтобы турецкая миссия участвовала совместно с российскими миротворцами, или вот присутствие турецких сил на территории Азербайджана вот в рамках вот этого мониторингового центра по прекращению огня достаточно? Нет, нам было бы, конечно, и спокойнее, и в будущем, это для будущего, я говорю, чтобы турецкие миротворцы были бы в достаточном количестве. Опять же скажу, нам самое главное, самый важный элемент — это полная транспарентность. Первая задача — это разоружение армянского населения в Карабахе. Это самый важный элемент. И второй элемент — полная транспарентность Лачинского коридора. Вот у нас в Украине постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сказал, что Россия не имеет никаких оснований называть себя миротворцами своих военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. И вот оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность миротворческой роли России в регионе Южного Кавказа. Вот вас этот момент не настораживает? Не настораживает ли вас присутствие российских миротворцев именно там? Потому что что в Украине, что в Грузии миротворцы превращаются в оккупантов? Ну, в каждом конфликте есть определенные схожести, есть определенные отличия. Что касается миротворцев России, опять же скажу, что решение было принято, и наверняка за этим решением есть договоренности между лидерами стран. С другой стороны, у этой миротворческой миссии фактически нет мандата какой-либо международной организации. В-третьих, это оговорено точное время пребывания, 5-летний срок. С возможностью продления, там есть добавка в соглашении. С возможностью продления. То есть так или иначе, при любом исходе переговорного процесса какие-то миротворческие силы там должны были быть. На сегодня так получилось, что это российские миротворческие силы. Но, опять же, обсуждается вопрос, и я уверен, что турецкие миротворцы также будут участвовать как в работе центра, так и на месте, там, где будут российские миротворцы, там же будут и турецкие. Плюс Азербайджан имеет договор о военной помощи с Турцией и военно-техническое и военное сотрудничество, в рамках которого на территории Азербайджана и Турции периодически проходят военные учения. К примеру, в конце июля были проведены широкомасштабные учения. Это был первый этап учений. И определенные войска Турции, те же самые F-16 и так далее, они
остались для второго этапа. Но тут началась война, и мы все еще ждем проведения второго этапа учений. Эти учения, кстати, могут проходить 365 дней в году. Я вот почему спросила про русских миротворцев. Вот у нас сегодня в Украине провела брифинг представитель Министерства обороны Украины Юлия Шевченко, которая ссылалась на информацию Главного управления разведки нашей. И было сказано, что на оккупированном Донбассе, это восточная часть нашей территории, ведется вербовка так называемых миротворцев для Нагорного Карабаха. И одним из главных условий является наличие российского паспорта. Вот как вы относитесь к этому сообщению? Почему все-таки Баку с таким военным потенциалом и преимуществом, которое у него был, остановился и согласился на российских миротворцев? Ну, вы знаете, в Минской группе ОБСЕ 3 государства. Соединенные Штаты Америки были заняты своими внутренними вопросами. И вообще последние 4 года не проявляли какой-либо активности. Франция заняла откровенно проармянскую позицию. А Россия на протяжении всего этого конфликта, военной фазы конфликта, она занимала нейтральную позицию. И сегодня заявляет о том, что это международно признанная территория Азербайджана. Поэтому в Азербайджане нет оснований думать о том, что у России будут какие-то другие планы насчет этой территории. Я практически уверен, что в Азербайджане не будет такого прецедента использования миротворческих сил в других целях. Просто для этого не будет создано возможности. Вот у нас сегодня в телеграм-каналах появляется такое информационное сообщение, что вот этих 2 районах западной части, с которых должны выйти армянские военные, жители сжигают свои дома. И вот в телеграм-каналах даже публикуют вот видео, которое мы можем видеть сейчас на экранах наших телевизоров. Да. Вот действительно ли это так? И как вы, собственно, воспринимаете такие вещи? Вот это вот видео с Кальбарджарского района, если я не ошибаюсь, которая была опубликована в телеграм-каналах. Вот как вы это воспринимаете? Честно сказать, для людей, незнакомых с регионом, это может показаться каким-то ненормальной вещью. Но для нас это, в принципе, мы уже привыкли к этому. Во-первых, в Кальбаджарском районе никогда не жили армяне. Никогда. И все эти люди, они жили в домах азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Притом, время на покидание армянская сторона в 1993 году дала всего 10 часов. И люди, босые, без всех вещей покидали дома в Кальбаджарском районе. А сегодня им дали почти 2 недели. Неделю для того, чтобы они собрались бы и переехали. Почему, кстати, они переезжают в Армению? А почему они не переезжают в оставшую часть территории, где проживают карабахские армяне, так скажем? Потому что это не карабахские армяне. Потому что это люди, которые просто пришли, зашли в дома других. Вы знаете, у мусульман есть такое выражение «халаллых». Халал. Вот эти дома, эти жилища, это не халал, это не может быть вечно. А то, что они сжигают, кстати, есть факты того, что они начали поджигать целые леса. Ведь на территории Кальбаджарского района крупнейший рудник золота. И они в течение 15 лет его брали оттуда золото и продавали. А посмотрите, в каких условиях жили простые люди. А как вы себе это объясняете? Зачем они это делают? Такая тактика выжженной земли или что? Это уже нужно спрашивать у них, но мы привыкшие к этим выходкам, к тому, что если не нам, то никому.
Но с другой стороны, Азербайджан все равно будет восстанавливать все эти регионы. И нам не нужно, чтобы что-то оставалось бы от них. Они всю свою историю жили на наших территориях, а не мы на них. А сейчас восстанавливается историческая справедливость, и Азербайджан восстановит, расселит этих людей. Знаете, из Нагорного Карабахской автономной области азербайджанцев уходило 45 тысяч. Мгм. Сейчас их больше 78 тысяч, около 80 тысяч человек. И они все вернутся. А уже есть ли информация, что азербайджанцы, вынужденные переселенцы, стали возвращаться в свои дома? Нет, конечно. Мгм. Нет, это будет достаточно долгий процесс, потому что, во-первых, заминированные территории. Мгм. Во-вторых, вы видели на кадрах... А сколько это может занять времени? Ну, по предварительным данным, это расчистка мин, и президент Азербайджана заявил о том, что наших собственных сил может не хватить, поэтому будут привлечены международные организации по очистке мин, территории от мин. Потом должны наладиться инфраструктура, построиться определенные жилища, социальная инфраструктура. Ну, на примере одного села, которое мы освободили еще в 2016 году, возможно, что через 1,5-2 года уже люди будут обеспечены вот всем необходимым и будут тихо-тихо возвращаться в свои дома. Çok sağ olunuz Farhat Bey. Teşekkür ederim. Мен teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Фархат Маметов был с нами на прямой связи, политолог, политический эксперт из Азербайджана. Но я вынуждена с вами попрощаться. Мы прерываемся ненадолго, всего лишь на 5 минут. И далее в этой студии мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкевич.